Виктор располагается на новом месте. В отделении сопровождаемого проживания, которое является подразделением Томодского специализированного дома-интерната для престарелых и инвалидов, мужчина проведет ближайшие месяцы. Планы же на более отдаленную перспективу у Виктора вполне определенны. Он хочет освоить профессию кондитера. Я хочу, чтобы, допустим, все это пройду и жить самостоятельной жизнью, свою семью потом создать. И как нормальный человек работать, жить, зарабатывать деньги. Сергей и Алексей проживают в соседней комнате. Они приехали в отделение сопровождаемого проживания несколько дней назад и в доме вполне освоились. Тем более, что хлопот и забот с новосельем хоть отбавляй. Здесь отлично, мне нравится. У меня свои порядки, и я могу все. То, что захочу, все сделаю. Сергей тоже планирует получить профессию. Он собирается стать специалистом по комплексной уборке территорий. В этой сфере опыт у Сергея большой. Я хочу устроиться на работу. Хочу чистить территорию, своим делом заниматься. В швейной мастерской кипит работа. Аня под руководством педагога изготавливает диванные подушечки. Швейную машинку девушка освоила еще в доме-интернате и сейчас с энтузиазмом приступила к созданию уюта в новом доме. Скоро к ней присоединятся другие мастерицы. У Ани получается лучше остальных. Девчонки все разные. Кто-то боится, кто-то просто не хочет, может, захочет чем-то другим заниматься, но Анюта, она прям тянется к этому. Отделение сопровождаемого проживания при Томодском специализированном доме-интернате было открыто в рамках республиканского проекта. Этот проект направлен на комплексную реабилитацию и адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Мы можем определить ресурсы наших ребят, организовать их в жизни и уже по душе выбрать им профессию, которую именно они хотят, пройти обучение, найти работодателя, да, поставить на очереди в квартиры, то есть на получение квартир. И уже наши люди, когда пройдут адаптацию, и мы будем уверены в их самостоятельности, они будут выписаны с учреждения. Отделение полустационарного типа рассчитано на 16 человек. В первую группу вошли 7 женщин и 9 мужчин, в том числе 2 маломобильных граждан. Условия проживания максимально приближены к домашним. Основная задача, то есть сопровождаемого проживания, это максимально реабилитировать человека и подготовить к самостоятельной жизни. То есть они должны здесь обучиться к самообслуживанию полному, зарабатывать деньги, да, то есть основная задача их также трудоустроить, обучить, вернуть полную дееспособность. В штате отделения 6 сотрудников. Сроки реабилитации и адаптации для каждого проживающего определяются индивидуально. Стоит отметить, что перейти во вновь созданное отделение желают многие проживающие специализированного дома-интерната. И желание учитывалось, и характеристики определенные учитываются все, и медицинские показания учитываются. А по факту многие хотят переехать. Многие. Это шанс, который дается практически один раз в жизни для того, чтобы выйти в свет. Отметим, отделение сопровождаемого проживания при Томодском специализированном доме-интернате для престарелых и инвалидов стало вторым в республике. Подобное учреждение несколько лет назад открылось в Якутске. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.